В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите в выпуске. С Чииндинского месторождения продолжается отправка вахтовиков в родные регионы. Расскажем об оперативной сводке по ледоходу в районах Якутии. И покажем, как проходит подготовка к безопасному пропуску половодья на предприятиях «Алроса». За последние сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Выписано по выздоровлению 1770 человек. Таким образом, всего в стране зарегистрировано более 155 тысяч заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 20 тысяч человек. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек. Тем временем число заболевших коронавирусом в Якутии достигло 331. Количество выздоровевших – 44 пациента. За минувшие сутки выписали 2 человек в Алдане и 1 в Якутске. Кроме того, за сутки по последним официальным данным выявлено 20 больных COVID-19. Все в городе Якутске. 5 из них – это зараженные в результате распространения очага в Якутской офтальмологической больнице. Ход расследования по данному факту прокомментировал глава региона. Служебное расследование по факту массового заболевания людей новой коронавирусной инфекцией по Якутской офтальмологической республиканской больнице практически завершено. И можно прямо назвать, что причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия о мерах по санитарной безопасности учреждений здравоохранения. К сожалению, вот целый перечень мероприятий не были проведены или были проведены халатно. В результате этого, еще раз говорю, мы имеем массовое заражение людей. Причем не только в самой больнице, но и уже далеко за ее пределами. Работа по вывозу вахтовиков из Чииндинского нефтегазоконденсатного месторождения продолжается. На текущую дату будет вывезено 917 человек. Об этом заявил сегодня первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. В перевозках вахтовиков задействовано 2 самолета Суперджет-100 и 2 Боинга. Сегодня в 17:50 в Талакан прилетел Боинг из аэропорта Внуково. Далее воздушный борт с вахтовиками в 19:00 должен был вылететь из Талакана в Волгоград. Пункт временного размещения на 14 часов развернут на 50%. До конца дня планируется установить все 38 палаток и корпусов. Вопросы, которые есть, это надо будет оперативный штаб по транспортировке отдельно сделать на уровне Минтранса республики, чтобы все вопросы заранее обсуждались. Я предлагаю так сделать. Сделать отдельный штаб по транспортировке на уровне Минтранса, чтобы нюансы, которые возникают, текущего характера, они снимались заранее. СФУ обеспечит студентов карантинного общежития питанием и медикаментами. Ректор университета Анатолий Николаев провел онлайн-встречу с рабочей группой в связи с обнаружением COVID-19 у одного из постояльцев общежития номер 9/2. На сегодня проведено полное медобследование всех студентов, осмотрели 294 человека. 68 анализов вчера были отправлены в Роспотребнадзор, результаты должны прийти к концу сегодняшнего дня. У оставшихся студентов в течение 2 дней также возьмут анализы и направят в лабораторию. Те, у кого имеются внешние признаки ОРВИ, будут находиться под усиленным медицинским наблюдением. Исключен личный контакт с окружающими, постояльцы будут находиться в своих комнатах, не покидая отсеки. Все 300 студентов осмотрены на высокой температуре и так далее, и так далее. И где-то около 70 студентов мы уже анализы отправили на коронавирус и сейчас ждем результатов. Мы должны полностью их обеспечить и медикаментами, и усиленным питанием, ну, и хорошим питанием и так далее. Да. Но специфика такая, что тут у нас живут студенты из разных стран, где разные конфессии, разные тип питания и так далее, и так далее. И поэтому, исходя из этого, мы уже подготовили целый ряд или целый список продуктов питания, и в течение как минимум 2 недель мы их будем полностью кормить.
Сегодня во всем мире отмечается День гигиены рук. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал этот обыденный, но очень важный процесс одним из лучших средств против коронавируса, так как 80% всех инфекций передается именно через необеззараженные руки. Обо всем более подробно и по порядку. Сергей Михедов. Коронавирусная инфекция перестала быть завозной. Теперь ею можно заразиться практически в любом общественном месте. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии разработало правила поведения. Во исполнение указа главы Якутии А.С. Николаева они обязательны к исполнению гражданами и организациями. Перечислим эти правила. Во-первых, в магазинах покупателям необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Например, при чихании или кашле. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и COVID-19 распространяются этими путями. Во-вторых, обязательно наденьте маску при посещении магазина. Вообще, сейчас масочный режим ввели практически во всех крупных муниципальных образованиях республики. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхности маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в урну. В третьем пункте Минпред призывает пользоваться бесконтактной доставкой необходимых товаров. Многие торговые точки сейчас перешли на такой режим работы, когда получатель не контактирует с курьером. Доставляемые товары остаются перед входной дверью, и заказчик забирает их уже после того, как курьер уйдет. А оплата товара, как правило, осуществляется онлайн. Также откажитесь от посещения общественных мест. Это 4-е правило. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов, МФЦ, банков и других мест, где могут находиться люди. Большинство услуг сейчас доступно в режиме онлайн. А если все-таки общественное место пришлось посетить, то мойте руки и соблюдайте правила гигиены по возвращению домой. Это 5-я рекомендация. В целом, гигиена рук – важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, либо антисептиками. Последнее, 6-е правило. Оно относится в первую очередь к людям старше 65 лет. И это полный отказ от похода по магазинам. Сейчас пожилым людям лучше не покидать дом без серьезной необходимости. Но большинство людей старшего поколения не знают о сервисах доставки. А некоторые из них живут в одиночестве. Что можно сделать? Помогите пожилым соседям с покупкой безрецептурных лекарств и еды. Такие достаточно простые и понятные правила поведения для якутян разработал Минпред. Соблюдайте их, если хотите оставаться здоровы и не допустить дальнейшего распространения смертельной инфекции. И помните, лучшее, что вы можете сейчас сделать для окружающих, это оставаться дома. Берегите себя. В период пандемии важна и информационная гигиена. О ней вы узнаете завтра утром в 7:45 в передаче «Актуальное интервью». На эту тему поговорим с известной телеведущей, общественным деятелем, блогером Александрой Буратаевой. Она ответит на вопросы, почему и как возникают фейки, кому они нужны, как отличить ложь от правды и как соблюдать эту самую информационную гигиену. Напомню, что программа пройдет завтра в 7:45 утра по местному времени. Повтор смотрите на нашем канале в 19:00. Регионы будут освобождены от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году. Соответствующее постановление принято правительством страны в качестве меры поддержки в период пандемии. Таким образом, в этом году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В период 2021-2024 годов будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно. В 2025-2029 годах остаток равными долями с возможностью досрочного погашения, говорится в пояснительной записке к документу.
Средства, освобожденные в 2020 году, могут быть направлены субъектами на устранение последствий распространения коронавируса и компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов. Оперативную группу МЧС из Якутска направили в Амгинский район для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод. В составе 9 человек. Они помогут обеспечить безопасность населения и отслеживать паводковую обстановку. Ситуация в Амгинском районе на данный момент оценивается как стабильная. Ледоход находится в верховьях реки Амгин. С 3 мая на гидропосту Буяга наблюдается густой ледоход. По всем населенным пунктам, начиная с села Анёс до Сергебес, фиксируются подвижки и разводья. Заторов не наблюдается. В составе оперативной группы входит группа спасателей Нерингуринского поисково-спасательного отряда службы спасения, представитель Министерства сельского хозяйства, а также представитель Главного управления. Традиционно работа у нас будет проводиться по отслеживанию паводковой обстановки, предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период, отслеживание весеннего половодья на территории Амгинского района. Нижняя кромка ледохода на реке Лени дошла до села Чапаево Алекминского района. Верхняя пока остается в Ленском районе Якутии. Алекминская ЕДДС проинформировала об уровнях воды на вечер сегодня. Так, по словам начальника службы, в селе Мача наблюдается редкий ледоход. Разводья в Первом Нюрюктяе. В селе Кылах, Солянки и городе Алекминске наблюдаются подвижки льда по реке Алекма. Зафиксирован затор ниже поста в Кудукёль. В селе Тока наблюдается разводье. Ежегодно у нас проводятся превентивные мероприятия заранее. Это у нас было зачернение в 4 участках. Именно на реке Лена. Плюс сейчас до этого подготовлены пункты временного размещения для населения. Подготовлены также для отгона скота места. Не только лошадей, но и КРС. А в Татинском районе создана специальная комиссия, которая работает в поселках, наиболее подверженных подтоплению. Там уже организованы пункты временного размещения. В Татинском ЛУСе противопаводковые мероприятия отработаны со всеми населенными пунктами, с главами населения. Завезены все необходимые продукты питания, ГСМ во всех населенных пунктах. Подготовлены резервные источники питания, а также подготовлены места отгона крупного рогатого скота, лошадей, подготовлены корма для них, будут эвакуированы беременные женщины, а также больные и пожилые люди в районный центр. Компания «Алроса» также ведет подготовку к безопасному пропуску весеннего половодья. Так, на Мирницком горно-обогатительном комбинате проверяются объекты, входящие в состав площадки комбината. Также ведется контроль уровня воды на Ириляхском гидроузле. Насколько сегодня объекты «Алросы» готовы к сезонному половодью, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Сегодня уровень воды на реке Ирилях составляет порядка 3 метров и соответствует ожидаемой норме. Все объекты местного гидроузла работают в штатном режиме, и вода беспрепятственно проходит через его водосбросной канал. В проект отработки прииска Ирилях были внесены изменения с учетом возможных объемов воды после аномальных осадков. Здесь восстановили все дамбы, построили 2 руслоотводных канала, которые обеспечивают водоотведение реки в период паводка. На зимний период 2020 года в планах начала строительства руслоотводного канала номер 3, это на прииске Ирилях, там запланирован большой достаточно объем работ. В течение 3-го квартала мы должны будем вынуть из руслоотводного канала порядка 270 тысяч кубов грунта. Все это было сделано для того, чтобы не повторились события 2018 года, когда из-за аномальных осадков, превысивших норму за последние 60 лет, размыло бесхозную дамбу на ручье Таборный, что в свою очередь привело к большим нагрузкам на Ириляхской дамбе. Здесь регулярно проходят экологические проверки состояния водного объекта и его водоохранной зоны. С 5 мая запланирован отбор проб в точках, определенных мероприятиями экологическим центром совместно с промсамолабораторией Мирницкого ГОКа. Пробы будут отбираться раз в 7 дней.
ну, естественно, обрабатываться и контролироваться в течение прохождения паводка. Ежегодно Алроса вкладывает 6 миллиардов рублей на природоохранные мероприятия и экологию. Это горнодобывающая компания, которая платит свои налоги в Якутии. Налоги Алросы составляют половину всех налоговых сборов в регионе. Юрий Осипов, Мирнинский район. Эпидемия коронавируса внесла свои изменения в празднование 9 мая. Но памятные мероприятия в новом формате все равно проходят. Из Ржевского района Тверской области, где захоронены сотни воинов-якутян, на прямой связи наш СОБКОР Максим Кардозо. Максим, здравствуй, передаю тебе слово. Приветствую, Василий. Да, действительно, мы находимся в городе Ржев, и традиционно перед 9 мая сюда приезжает большая якутская делегация. Они приезжают для того, чтобы отдать дань памяти воинам-якутянам, которые сражались и погибли здесь в 1942-1943 годах во время ожесточеннейших сражений под Ржевом. Здесь тогда советская армия потеряла около 1 миллиона человек, и среди них были и сотни, конечно же, наших земляков. И вот, к сожалению, из-за коронавируса торжества, вот эти вот митинги памяти, они, конечно же, отменены, перенесены. Но местная администрация и энтузиасты все-таки решили не нарушать эту традицию. И маленьким узким кругом мы сегодня все-таки возложили цветы к памятнику воинам-якутянам. Давайте послушаем, что рассказал глава Ржевского района. Здравствуйте, уважаемые друзья, жители Саха-Якутия, наши побратимы, жители Намского улуса. Сегодня мне выпала большая честь, считаю, что в священный для всей России день поздравить вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я сделал эту паузу, потому что собираюсь с мыслями, чтобы выразить слова уважения ко всем воинам бывшего Советского Союза, сражавшимся, и, к сожалению, часть из них погибли на территории, в том числе Ржевского района, участвуя в великой операции и помогая советской армии отстоять Москву и Сталинград. Этот мемориал находится в деревне Филькино Ржевского района. Там построена часовня, есть памятник и, конечно же, есть плиты, на которых выбиты имена воинов-якутян. Их было вот до недавнего времени 600, но в этом году была произведена реконструкция. И к этому списку героев наших земляков добавили еще 500 новых фамилий. Это те люди, которых удалось идентифицировать вот здесь, на местных полях. И добавили мы к этому списку памяти еще наших земляков. Василий. Максим, спасибо. Напомню, что из Ржевского района Тверской области, где захоронены сотни воинов-якутян, на прямой связи был наш СОБКОР Максим Кардозо. Это были главные новости уходящего вторника. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.